Улица Морозова, бывшая Привокзальная, названа в честь выдающегося политика Республики Коми Ивана Павловича Морозова. Он 43 года находился на комсомольской и партийной работе, из которых 22 года стоял у руля республики, работал первым секретарем Коми обкома КПСС. Морозов Иван Павлович родился в 1924 году в селе Межадар Сысольского района Коми СССР в семье крестьян Павла Ивановича и Екатерины Николаевны. Детство сельского парня, сына крестьянина, ничем особенным не отличалось от жизни его сверстников. Учился, помогал родителям по хозяйству. Он был 4-м ребенком в семье и первым из выживших. Всего было 9 детей. В Сыктывкаре на улице Кирова в 2004 году открыли дом-музей Морозова. Именно мимо этого места каждый день Иван Павлович проходил, когда шел на работу. Это здание – точная копия дома семьи Морозовых в селе Межадар. Увлечения у него были как у обычного ребенка того времени. То есть он мог делать петли на зайцев и ходил с дедом на охоту на белок. Но с отцом, наверное, охотиться получалось реже, потому что отец был первым председателем колхоза «Красный партизан», который был в Межадаре. Ему, наверное, не до бытовых вопросов было. Кстати, мама тоже работала в колхозе, но вот еще успевала и с детьми, и по хозяйству. Все это было на ее плечах. Вспоминали те, кто знал его в детстве, даже учителя еще, которые учили Ивана Павловича в школе. И отмечали, что ребенком был очень целеустремленным. Какую-то цель поставить себе и обязательно добьется. В 1939 году Иван окончил 7-летнюю сельскую школу. В Сыктывкаре поступил в фельдшерско-акушерскую школу. Учился там до января 1942 года. Несколько месяцев работал фельдшером. В октябре 1942 года Ивана Морозова призвали в ряды Красной армии. Направили в стрелковый запасной полк, располагавшийся в Вологде. В тылу находился недолго. В феврале 43-го он на Калининском фронте. В составе 100-й стрелковой бригады принимает участие в боях. Вначале был санинструктором роты, а затем комсоргом батальона. В 1943 году сержанта Морозова представили к ордену Красной Звезды за то, что вынес с поля боя 17 раненых. Но эта награда так и не нашла своего героя, так как бой закончился поражением. В ноябре этого же года Иван Морозов был награжден медалью за боевые заслуги. Молодой воин отличался смелостью и находчивостью. Во время одного из боев в районе города Пскова группе солдат поручили срочно доставить в штаб важные сведения. Группа из 4 человек попала под сильный обстрел противника. 3 были убиты. Сержанта Морозова ранило. Осколок снаряда попал в левый локтевой сустав и повредил кость. Несмотря на сильные боли, огонь противника, Иван, забинтовав руку, выполнил боевое задание, доставил сведения в штаб. После ранения Иван Морозов был комиссован. Послевоенная биография Ивана Павловича Морозова богата событиями. Сразу же после демобилизации приступает к труду. Несколько месяцев работает фельдшером при Кайгородской больнице. Активно участвует и в общественной жизни. Молодого инициативного коммуниста в июне 1944 года выдвигают в аппарат Сысольского райкома ВКПБ. Вскоре Ивана Морозова направляют в одногодичную партийную школу, после окончания которой более 3 лет он работает первым секретарем Сысольского райкома комсомола. Тогда же молодой Иван знакомится со своей будущей женой Марией. Маша была комсомолкой, работала завучетом. В одном отделе работаем, но ухаживал уже. В выходные говорит: Мария Георгиевна, приходи, мы погуляем по магазинам. Конечно, я соглашаюсь, начальник есть начальник. Но гуляли так, до дома проводит. А папа был очень добрый. Он и говорит: праздники, как Иван Павлович, на обед пригласим. Чего он один, куда он? Так и мы познакомились близко. Но жили 38 лет очень хорошо. Это был такой человек. Мы ни разу не ругались. Мы понимали друг друга. Он был, таких, по-моему, людей нету. Морозовы вырастили сына Володя и дочь Галину, которые наградили родителей 3 внуками.
Как умелого организатора молодежи, в январе 1949 года Ивана Павловича выдвигают на должность заведующего военно-физкультурным отделом обкома в ЛКСМ. В конце 1951 года направляют в Воркуту. Там он работает заведующим организационным отделом горкома. В марте 1953-го Морозова избирают председателем исполкома городского совета народных депутатов. Заочно заканчивает высшую партийную школу при ЦК КПСС. В ноябре 1957-го Иван Павлович Морозов избирается председателем исполкома Интинского городского совета народных депутатов, а через год – первым секретарем городского комитета партии. В 1963 году Ивана Павловича избрали вторым секретарем областного комитета КПСС. Не прошло и 2 лет, как пленум обкома доверил ему возглавить областную партийную организацию. В годы работы Морозова в республике ударными темпами развивалась промышленность, сельское хозяйство и социальная сфера. Тогда возвели гигант на Вычегде, ЛПК. В районах строили животноводческие комплексы, дороги. Открыли Сыктывкарский государственный университет. Он жил и работал на республику и для республики. Перед ним были открыты все двери, включая двери секретарей Центрального комитета партии, всех министров. К нему все относились с величайшим уважением. Не каждому в жизни довелось людям города дарить. Это ведь он сделал все для того, чтобы был Вуктыл. Это он сделал все для того, чтобы был Усинск. Это он сделал все для того, чтобы столица республики все-таки была похожа на столицу. 60-летие советской власти трижды орденоносная республика Коми отмечает высокими трудовыми достижениями. Переходящее красное знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение наивысших результатов в социалистическом соревновании принимает первый секретарь областного комитета партии Иван Павлович Морозов. Руководители партийных и советских организаций республики, передовики производства. Иван Павлович обладал поразительной работоспособностью, выделялся принципиальностью и требовательностью, честностью и безупречностью в работе. Был целеустремленным и смелым в принятии решений. Насколько требовательным был Иван Павлович Морозов. Один из примеров могу привести, что заведующий отделом областного комитета партии при строительстве своей дачи попросил автокран. Ну, это 2 часа работы, стоимость его, по-моему, где-то 3 рубля 50 копеек в час, но он вовремя не оплатил работу этого крана. Когда об этом доложили Ивану Павловичу, этот товарищ был освобожден от занимаемой должности. Все прекрасно знали, что любое нарушение, которое будет допущено любым из работников, он будет наказан по всей строгости нашего партийного устава. У него вообще был замах работы не за страх, а за совесть. Он так вел с нами, подчиненными, что нам самим стыдно было плохо работать. У меня не один раз был прокол, но я могу одно сказать, что голос на меня практически никогда не повышал. Если что-то я, допустим, сказал не так и увидел от него реакцию такую, недовольную, я-то понимал, что я виноват, и уходил себе в кабинет. Через какое-то время он сам приходил ко мне, начинал говорить на другую тему, но я видел, что он хочет сгладить, хотя передо мной же не надо это было делать, понимаете? Про детей спросит, про других спросит. Необходимо отметить, что вокруг Морозова не было семейственности. Он считал, что должны работать люди, которые умеют это делать. Своим положением никогда не злоупотреблял. Когда у него родился внук, и необходимо было отдать его в ясли, выяснилось, что мест пока в яслях нет. Любой другой бы, наверное, руководитель такого уровня просто-напросто снял телефонную трубку и попросил место для своего внука в любом детском саду города. Он говорит, как все. Вот, говорит, пенсионерка сидит. Она пойдет на меня, пойдет на пенсию, она и будет нянчиться. Я матушкина взяла, и вот еще матушкиными занималась Иваном. И вот это все работать, конечно, вот это и не стало. Период работы в должности первого секретаря характеризуется исключительно напряженной творческой работой Ивана Павловича. Он не жалел времени и энергии на выработку и принятие конкретных решений по развитию республики. Много внимания уделял воспитанию кадров. При нем
все вот эти годы практически все кадры были выходцы с республики. Они прошли каждый свой путь, каждую свою дорогу. Он, во-первых, показывал нам пример работы лично сам, увлечением различным. Он любил книгу, он любил искусство, но больше всего он любил цирк, где, как он говорил, нельзя подделаться, а нужно трудиться. У Ивана Павловича была богатейшая библиотека. Он собирал коллекцию книг «Жизнь замечательных людей». Из поездок привозил и миниатюрки. В республике их никогда не было. Изначально и он, и я брали. А один раз мне подарил челябинский помощник первого секретаря. Вот она здесь у меня, миниатюрка. 4 на 4 миллиметра. Написано на 8 языках мира. Это клятва олимпийцев. И мне, когда прислал тут друг прекрасно, а знали ребята, что у меня есть такой грех. Я приношу ему и показываю. Он говорит, что у тебя? Он одни очки надел. Я говорю, а я молчу. Потом вторые, я говорю, Иван Павлович, это вот миниатюрка, 4 на 4 миллиметра. Он на меня посмотрел. Ты у меня, Иван, чокнулся на этом деле. Говорит, завтра я приношу все свои маленькие книжечки и отдаю тебе. Увлечением жизни, которое сейчас спасает его на пенсии от хандры, Иван Иванович считает изготовление различных сувениров и статуэток из коряг. Это, конечно, он всегда поощрял. В командировках, когда, так сказать, большая свита с нами ездит и все прочее, прочее, там надо деловые разговоры, а я увижу какую какую закрутку. Говорю, Иван Павлович, надо вот это. Он, что тебе? Вот, да вот это надо. Так он останавливает, перекур делает, давай пилу, дает команду, отрезаем корешочек, грузим в чайку и едем. Раз уж мы упомянули о чайках, надо сказать, что во времена Морозова таких машин в Коме было 3. Первая предназначалась для Ивана Павловича Морозова, вторая для председателя Совета министров Безносова Павла Александровича, третья чайка была для Панева Зосимы Васильевича, тогдашнего председателя Президиума Верховного Совета. Когда была построена дорога Сыктывкар-Мураши и в Летке проводили митинг, вот на этот митинг мы на всех 3 машинах ездили. Это были представительские машины, на них ни за грибами никуда ничего не поедешь, поэтому эти чайки стояли как музейные экспонаты. Надо сказать, что Иван Павлович умел не только регионом руководить, но и шить. Своим детям одежду сам шил из своих старых вещей. Это умение к нему перешло от его отца, Павла Ивановича, который ходил из деревни в деревню и шил одежду на заказ. Мы когда жили в Воркуте, в магазинах-то ничего нет. Он из старого костюма сошьет в Вове костюм, еще белые пуговички делает. Это как моряк щип теперь. Ему тянет свой костюм, что-то где-то. Шур-шар, 15 минут, все готово. Я говорю, Ваня, тебе надо отдыхать. Я, говорит, лучше всех отдыхаю, когда шью. Он все шил, лифчики даже мне шил. По словам Марии Григорьевны, Иван Павлович дома о работе не любил говорить. Очень редко делился с женой какими-то вопросами. Говорит, Маша, опять морская ошибка. Я говорю, чего? Пришел документ, надо... Кому 60 лет на пенсию, а всем уже 60, и ему самому 60. Это, говорит, у нас пожилые, не пьющие. Они, говорит, сейчас работу уже знают. ЦК звонит, громко говорит, всем послали, что их надо на пенсию. А мне 60, где документ для меня на пенсию? Они говорят, Иван Павлович, пока, значит, вы поработаете. Нет. Почему это я должна работать? Что, я хуже всех или лучше всех? Завтра, чтобы ваш документ был на меня. На посту секретаря Иван Павлович мог бы много чего хорошего еще сделать для республики, но не стал дожидаться глобальных изменений в государстве и написал заявление об уходе. Но прежде попросил своего помощника предоставить ему дело номер 22. Я говорю, какое дело, Иван Павлович? Нет у меня такого дела. Ну, как нету? Вот я 22 года первый секретарь. У меня в планах уходить с работы. Вот вы мне подготовьте, с чего я начал республику, какую я принял. Через 22 года я оставляю ее другим. По различным экономическим показателям в разы рост республики. Многие отрасли
возникли впервые. Здесь, кроме экономических показателей, его личные впечатления, что не так, что не нравилось ему. Например, он говорил, что тяжелые отрасли должны быть в руках государства, а торговля, бытовое обслуживание – это давать нужно частникам в руки, чтобы не было тормозов со стороны чиновников, бюрократов и так далее. Последний для Морозова пленум был посвящен вопросам критики и самокритики. Раздалась критика и в адрес самого Ивана Павловича. Я не буду называть его фамилию, его все прекрасно в нашей республике знают и знают, о ком идет речь. Вот он, выступая, сказал, что я вот секретарь обкома партии. Но мне никогда не давали слова выступить. Да он же с докладами выступал, понимаете? Он настолько, мягко сказать, нагло выступал там, значит, и говорил неприятные слова в адрес Ивана Павловича. Всего было 2 таких выступления, еще один. Но тот потом отнекивался от своих слов, но буквально он сказал, нас всех пора разморозить. Он говорит, я не это имел в виду. Конечно, это было страшным ударом для Ивана Павловича Морозова. После пленума он позвонил этому, с позволения сказать, товарищу, за что же ты мне камень в спину? Как дальше продолжался разговор, я не знаю. На следующий день после пленума Иван Павлович поехал на служебную дачу, готовился к обеду, и в тот момент ему стало плохо. Евлогий Алексеевич Попов в то время был заместителем председателя Совета Министров. Он был рядом, и он до приезда врачей делал искусственное дыхание Ивану Павловичу. Врачи приехали и запустили в работу его сердце. Но оно поработало, к сожалению, чуть больше минуты. И остановилось снова, уже окончательно. Он говорил то ли в шутку, то ли всерьез, для настоящих партийных работников, которые работали в то время, будет 2 льготы. Мы, говорит, долго не будем мучиться. Нас тюкнет или инфаркт, или инсульт. Рассказывали, когда хоронили, стоял весь транспорт, стоял весь город. Потому что не было возможности проехать. Здесь была процессия, огромная процессия. Столько большого уважения этот человек был. Возможно, не все шло гладко в работе Ивана Павловича, но он умел признавать ошибки. Морозов сам понял, что экология республики, ухудшение произошло за счет того, что был составлен договор с СССР и Народной Республики Болгарии, когда у нас они в Ударском районе заготавливали лес. Это большой урон был для экосистемы. Это мне рассказывала вдова, что иногда вечерами дома сидел, да, и говорил, да, Маш, вот тут, конечно, мы маху дали. Наши болгарские друзья становятся здесь лесозаготовителями, механизаторами, командирами производства. Если с лесами получилась ошибка, то северные реки Морозову отстоять удалось. Был проект, по которому наши реки должны были обогатить бассейн рек Каспийского моря. Были проведены изыскательские работы. В том числе были произведены подземные атомные взрывы. Наши ученые предупреждали, что пол территории сельхозугодий будет затоплено. Половина населенных пунктов также будет затоплена. С помощью наших ученых доказали, что этот проект не имеет смысла никакого. И Иван Павлович лично был в Центральном комитете партии, доказывал, что этот проект нельзя осуществлять. Ну и слава богу, что он не был осуществлен. Значит, а Каспийское море выжило без вмешательства нашего. Уровень воды опять повысился, значит, и стал таким же, каким был прежде. В своем последнем выступлении Иван Павлович также не отрицал своих ошибок и благодарил соратников за добросовестную работу и доверие. Это доверие, как и высокие государственные награды, я полностью отношу областной партийной организации. Члены обкома не раз доверяли мне, образно говоря, штурвал управления. Спасибо вам за единодушную поддержку. Хочу сказать своим сверстникам, мы сделали свою жизнь. Мы полностью посвятили ее служению народу. Конечно, и в моей работе было немало недостатков. О них вы хорошо знаете. Не раз давали принципиальную критическую оценку. Да и сегодня еще добавите под занавес. Но все свои недостатки я беру с собой. Вы остаетесь со своими. Год-другой можете сваливать на меня,
а потом придется отвечать самим. Время строгий судья. Ко времени выхода на пенсию Иван Павлович не скопил больших денег, никаких больших богатств семье не оставил. Не мог он похвастаться дачами и машинами. Дачу не построил, машину не купил. У меня оклад был 500 рублей, Иван Павловича 700, первый секретаровком, а мне 500. Но работы было много. А потом, конечно, ему дали казенную дачу, мы на казенной даче отдыхали. К сравнению, рабочий на заводе получал 400 рублей, а шахтер мог заработать и 1000. Раз уже речь зашла о казенной даче, пару слов надо сказать и о ней. Сюда Иван Павлович приезжал вместе с внуками. Находилась она неподалеку от Сыктывкара, в 15 километрах, в Лемью. Сейчас бывшие совминовские дачи переданы Республиканскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями. Дети здесь находятся на полном государственном обеспечении. Обучение здесь ведут с 1 по 4 класс. Это здание было предназначено для отдыха и для приема гостей. В этом здании находился кинозал, в комнате находились киноустановки, которые нам тоже в то время достались по наследству. Были специальные такие темные шторы. В общем, все это было, но, конечно, ушло. Наверху был банкетный зал, украшением наших праздников теперешних. Новый год мы там проводим, какие-то утренники общие. Являются светильники, которые были еще при Иване Павловиче Морозове. Ну, скорее всего, там торжественные встречи происходили, может быть, какие-то совещания. Учреждение существует уже 25 лет. В 1997 году ему было присвоено имя Ивана Павловича Морозова. С момента присвоения имени Морозова центру у нас появились новые традиции. Эти традиции связаны с памятными датами жизни. 30 сентября – это день рождения Ивана Павловича Морозова. Уже 19 лет подряд мы устраиваем праздник посвящения наших самых маленьких учеников – первоклассники. Есть у нас еще день памяти 26 апреля, когда у нас в центре проводится линейка памяти. Ребята сами готовятся вместе с учителями. Это у нас торжественная такая линейка с минутой молчания. После этого ребята самые достойные выезжают к месту захоронения Ивана Павловича, где возлагают вазу с цветами. Именно в этом доме проводила семья Морозовых выходные дни. Холодные зимние вечера, грелись они у этого камина. Сейчас он не действующий, но остался в неизменном виде. Поступают новые ребята, им рассказывают об Иване Павловиче, говорят, почему так называется наш центр, кто такой этот человек, его заслуги перед нашей республикой. Складываем у них впечатление о нашем учреждении, бережем наши места. В центре сохранились вещи, которыми пользовался сам Иван Павлович Морозов и его семья. Иван Павлович очень любил играть в шахматы. Именно за этой доской провел он не одну партию. В числе его соперников были знаменитые люди, в том числе космонавты Советского Союза. Бывали Морозовы в разных странах. Всего Мария Григорьевна насчитала 22 государства, в которых они побывали по служебным делам мужа. Вдове Ивана Павловича вспоминается случай, произошедший в Северной Корее. Приехали, нас встретили, молодой человек, водитель. Они очень бедно живут. Иван Павлович сразу стал спрашивать, там переводчик. Неважно живут, конечно, но он так по одежде и смотрит сразу. Снимает часы и водителю на руку. Я говорю, Ваня, ты что, потом дома, это как? Ничего, я еще часы куплю. А он часы не может купить сразу, ты посмотри, как он. В каждой стране Иван Павлович покупал родным и близким подарки, а себе галстук. Мне, Маша, надо один галстук. Мужчина думает, что украшает человека костюм. Нет, мужчину украшает галстук. Так что мы всегда ему галстук покупали. Иван Павлович всегда заботился о здоровье не только своем, но и подчиненных. Организовал даже особую группу здорового образа жизни со смешным названием. Это раскорячка называется. Это не по форме этой фигурки, а образное название спортивного общества «Раскорячка», которое у нас было здесь, в районе парка. И у нас было заведено утром на зарядочку,
У нас было целое мероприятие. В Дню физкультурника вы спускали стенгазету. У нас чеканили медали, золотые, бронзовые, серебряные. Но была и деревянная медаль лодырю за Соня. Это моя деревянная медаль, потому что я очень часто просыпал. Когда приходил на следующий день, меня гуськом за это гоняли. И вот вручил тот же Иван Павлович мне деревянную. Для меня она важнее, чем какая-то золотая и так далее. 6 часов утром встает, носки хватает, сразу идет на спорт. Так как-то зимой приходит, конец зимы, и говорит: Маша, гриппом никто не заболел обком, потому что он всех затянул туда. Все начали ходить, и пожилые, и которые молодые. Иван Павлович не боялся общаться с вышестоящим московским начальством. Часто стучался во многие двери министерств и ведомств для решения проблем республики. В Москве он подчинялся, но в то же время мог себе позволить, шутя не шутя, ногой открывать двери в кабинеты. То есть он, когда надо было решить какой-то вопрос, он и раз съездит, и два, и письмами завалит, потому что писал всегда, добивался. Ему не давали выступать, потому что первая секретаря ЦК было критикует. Маша, он такой радостный, ЦК позвонили, мне слово дают. Теперь, значит, жду, что он пошел, довольный такой вещь. По радио передают, кто выступает, его опять не сказали. Я уже начала нервничать, он приходит, пальто не застегнуто, красный вещь. Маша, опять мне слова не дали. Если бы я сегодня выступил, конечно, меня бы сняли с работы. Он все критиковал Брежнева. Он, говорит, не работает, не ученый, а место, говорит, занимает и только ждет награждения, чтобы его хвалили везде. За что его хвалить? Вот он Брежнева и не любил. Но Косыгин мне, говорит, нравится. Если что-то просить, надо только Косыгину звонить, больше никому. Он председатель Совмината был. Я считаю, что его главная ошибка, что он не жалел себя. Работал на износ. Он должен был еще, если не руководить, то пожить. Он заслуженно, так сказать, имел право жить еще как можно дольше. С уходом Ивана Павловича Морозова завершилась в республике целая эпоха. Эпоха бурного экономического роста. Разумеется, экономический рывок республика совершила не только благодаря руководителю. Все же это было время покорения Севера, освоения его недр. Однако в памяти народной Морозов останется эталоном прямоты и честности, преданности делу и своему народу.